Sizden информация жителей где программа грантлар конкурслар бар. Сразу заметьте, на слайдах у меня стоят QR-коды. Вся информация, которую я сегодня вам довожу, через QR-коды вы можете эту информацию также взять. Это актуально, особенно для глав сельских поселений, все-таки с вами соглашение заключили. Такой же есть индикатор, то, что вы участвуете в этих грантах. Поэтому общая информация. Дальше. Программа грант Татнефть. Ну, вы еще информация. На сегодняшний день у нас 20 января 2021 года стартовал конкурс грантов Татнефть. Прием у нас завершается тут, печатка, к сожалению, пошла 31 января 2021 года в 17:00 подводится итог. До 31 января вам необходимо направить проекты, заявки для участия в этих грантах. Конкурс проводится по 8 номинациям. Это защита уязвимых слоев населения. Второе — семья, материнство, отцовство и детство. Третье — здоровый образ жизни и туризм. Наука, образование, просвещение. Пятое — культура и искусство. Шестое — сохранение исторического наследия. Седьмое — охрана окружающей среды и защита животноводства. Восьмое — молодежное объединение. В данном гранте могут участвовать физические лица и некоммерческие организации. Стоимость гранта варьируется от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. За 4 года поддержку получили по данному направлению 238 проектов на общую сумму 307 миллионов рублей. Следующая программа у Татнефти, конкурс Рухия. Данный фонд работает с 2017 года. Стоимость проекта здесь от 50 тысяч рублей. Подача заявок на слайде, вот вы видите, вокал уже истекло. Исполнитель народных инструментов до 10 февраля 2021 года. Художественное творчество до 18 февраля 2021 года и хореография до 5 февраля. Целями и задачами данной программы является содействие развитию культуры, литературы и искусства, вовлечение талантливых детей, системное поощрение талантливой молодежи, стимулирование их обучения в высших учебных заведениях, учреждение присуждения премии в области литературы и искусства. Следующие программы, реализуемые Татнефтью. Какие-то программы уже начали, по этим программам еще официальной информации нет, когда они стартовали, но они реализуются Татнефтью в течение года. Первая программа – это программа «Милосердие». Программа реализует цели поддержки образования, просвещения, науки, культуры, здравоохранения, спорта, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, общественных организаций. При поддержке фонда меняется облик населенных пунктов именно в данной программе «Милосердие». Это строятся мечети или ремонтируются, капремонт проводится, спортивные сооружения, хоккейные спортплощадки делаются, ремонтируются парки, строительство или ремонт школ. Все идет через эту программу. Следующая программа – это программа «Одаренные дети». Здесь идет у нас 3 направления. Это первое, данная программа рассматривает организацию и финансирование олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. Стоимость поощрения по данных номинациях для учащихся от 1000 до 2500 рублей. В зависимости от формы, например, муниципальная олимпиада или международная олимпиада. И для наставников от 1500 до 3000 рублей. Следующее – поощрение способных учеников. И следующее – материальная помощь одаренным учащимся из малообеспеченных семей. Это от 2000 рублей в месяц. Следующая программа «Тозалых», она реализуется без номера не подпадает. Это организует культурно-массово-спортивные праздники воспитанников детских домов-интернатов. Поэтому такая есть для информации только. Следующий конкурс социальных культурных проектов «Лукойл». Это вот грант «Ритек», где активно наш район тоже участвует. Стоимость грантов от 30 тысяч рублей до 5 миллионов. «Ритек» проводит конкурс социальных и культурных проектов с 2010 года. Конкурс предусматривает проектный подход. Конкурс проводится по 3 номинациям. Экология первое, второе – духовность и культура, третье – спорт. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Информация на слайде представлена, дополнительно как положение, форму заявок. Также вы можете через сайт узнать и подать заявки.
Следующая программа поддержки предпринимательства Актанского муниципального района. Это стартовал данные два проекта в 2021 году. Реализуемы только на территории Актанского муниципального района. Первый у нас молодой предприниматель 2021 года. Прием заявок осуществляется до 1 мая 2021 года. Здесь рассматриваются проекты предпринимателей активных, инновационных, интересных в нашем районе, которые реализуются именно для молодых предпринимателей до 35 лет. За гран-при 25 тысяч. Первое место 20, второе 15, третье 10 тысяч и плюс раскрутка через рекламу, это через наши сайты, призовой фонд. И следующее «Я будущий предприниматель 2021», это у нас грант для школьников и для студентов техникума. Прием заявок осуществляется до 15 марта. Здесь у нас могут участвовать, как я уже сказала, школьники со своими проектами, реализуемые, направленные на IT-сферу и инновационность. Основная цель и задача стоит, чтобы этот проект был реальный и он реализовывался в нашем районе. Гранты у нас 100 тысяч рублей данного проекта. Первое место 50, второе 40, третье 30 тысяч рублей. Следующее. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан. Это программа, реализуемая Министерством экономики. Первый у нас идет микрозаймы фонда поддержки предпринимательства под 6,5% годовых от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Следующее – поручительство гарантийного фонда, льготный кредит для субъектов малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств – это от 7 до 8,5% годовых. Также у нас в республике по Российской Федерации стартовала кредитная линия для самозанятых. Самозанятый Актанского района по Российской Федерации первый получил этот кредит. Дальше у нас есть такие меры поддержки, как реализация своей продукции через республиканский маркетинговый центр. Это электронная торговая площадка, которая на сегодняшний день очень актуальна. И фонд поддержки предпринимательства помогает в этом направлении реализовывать предпринимателям свою продукцию. Также есть имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Это муниципальное имущество, государственное имущество Республики Татарстан, которое представляется по на основе в аренду на 5 лет. Первый, второй год вы бесплатно можете взять. Третий год 25% от рыночной стоимости, четвертый 50% и пятый 75%. Также производится субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке еды и продуктов питания. К сожалению, пока Актанский район у нас не заявляется на это субсидирование. Следующая программа субсидирования по уплате процентов по кредитам, полученным в российских банках. На сегодняшний день льгота на промышленном парке будет планируется разрабатываться данный республиканский проект. Субсидирование перевода транспортных средств на метан. У нас тем более в районе начала осуществлять такая заправочная станция свою деятельность. И софинансирование проекта венчурным фондом под 5% на 5 лет. Следующий фонд президентских грантов. Объявлен конкурс на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества в 2021 году. Фонд президентских грантов объявлен о проведении 2 конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граждан на предоставление грантов президента Российской Федерации и развития гражданского общества в 2021 году. Первый срок приема заявок мы уже пропустили, поэтому второй срок приема заявок на участие это с 1 февраля по 15 марта 2021 года. Для информации, Российская Федерация субъекты участвовали и, например, уже есть выигравшие гранты. Труппы Арсеньева 500 тысяч получили, это туристическое направление проект. Территория бесконфликтного молодежного общения, это тоже 500 тысяч, молодежное объединение одного из субъектов Российской Федерации получило для капитального ремонта молодежного объединения. Инициативы для сельских музеев
один сельский музей получил 650 тысяч рублей. Например, семейный юрист, юридическая помощь многодетной семье. 2 миллиона 700 тысяч рублей семья из юристов направила свой проект в реализацию помощи многодетных деятелей. Получил такой грант, социально направленный грант они подготовили. Или Форпост фестиваль, 3 миллиона грант получили в одном из субъектов. Это вся информация на сайте президентских грантов. И какие проекты сделаны, это все имеется, если вы зайдете, изучите. Так, следующее. Объявление о начале приема документов на соискание грантов «Алгарыш» на 2021 год. Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует, что с 1 октября 2020 по 1 февраля 2021 года осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсном отборе на соискание грантов «Алгарыш». С критериями конкурсного отбора на соискание грантов можете ознакомиться на сайте, а также на основании постановления Кабинета министров Республики Татарстан. Я брал Шиндигаргана. Следующее. В Татарстане и в ряде других регионов Российской Федерации стартует новая государственная программа поддержки сельских товаропроизводителей «Грант Агропрогресс». В данном гранте могут участвовать микро и малые предприятия, действующие более 24 месяцев с даты регистрации, зарегистрированы в форме ООО, но нет для глав КФХ и ИП. Сумма гранта составляет 30 миллионов рублей. Это аналог программы «Семейная животноводческая фирма» с финансированием из федерального бюджета по линии Минсельхоз РФ и с финансированием бюджета Республики Татарстан. На грант «Агропрогресс» вы можете потратить приобретение, строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственная техника, приобретение сельскохозяйственных животных, кроме свиней. Дальше. Государственная программа развития сельскохозяйства Российской Федерации предусмотрены такие программы. Мы уже о них много рассказывали, я еще раз напоминаю. Поддержка начинающих фермеров, агростартап до 5 миллионов. Если это КРС, создание семейной животноводческой фермы, поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, поддержка личных подсобных хозяйств и поддержка начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.